Для того, чтобы жизнь стала лучше, есть только одно средство – самим людям быть лучше. Лев Николаевич Толстой. Быть может, вам тоже знакомо это невесть откуда возникающее желание сойти со стремительно уносящего тебя поезда на одном из случайных заброшенных полустанков и остаться там. Невозможно объяснить все, что стоит за этим мгновенно пронзающим тебя импульсом. Впрочем, быть может, это просто детская потребность спрятаться, уйти от неразрешимых проблем и вопросов. Но очень скоро мелькающая светотень проносящегося за вагонным окном пейзажа убеждает тебя в иллюзорности осуществления этого желания. И ты понимаешь, что невозможно убежать от проблем, как невозможно убежать, невозможно спрятаться от самого себя. Другое дело, что есть разные варианты адаптации, разные варианты существования в этой полной проблем жизни. Можно попытаться создать свой мир и не обращать внимания на то, что происходит вокруг. Можно попытаться бороться в одиночку против несправедливостей этого мира. А можно, сообща, всем миром, решать возникающие проблемы, так, как это и было принято прежде на Руси. Наши современные города застроены типовыми пятиэтажками, девятиэтажками, и это никого не удивляет, все к этому привыкли. Более того, наверное, мы и считаем, что типовое строительство – это детище 20 века. С 60-х годов оно у нас в массовом порядке началось. А между тем это не так. Типовое строительство пришло в Россию вместе с Петром I, который первый вознамерился перенести сюда европейский опыт. И города при Петре начали застраиваться правильно, регулярно, скажем так. Каждому городу полагался свой план регулярной застройки, и по нему он застраивался. Ну, первым стал застраиваться Петербург, новый город регулярно, а потом планы были составлены и для всех городов Российской империи. Вот так вот и усть-сысольцы, когда неожиданно стали горожанами, получили план застройки. В 1780 году Усть-Сысольск стал городом, а в 1783 году был составлен план регулярной застройки города. Сеть прямых улиц веером расходилась от Сысолы, их пересекали под прямым углом еще ряд улиц, а в середине была распланирована площадь, которая получила название Стефановской. Но вся беда-то в том, что Усть-Сысольск был застроен, как любая коми-деревня, беспорядочно. Получилось так, что дома оказались некоторые прямо посреди вновь распланированных улиц, перегораживая их, либо выбиваясь из красной линии. Это доставляло большое неудобство начальству, которое заставляло усть-сысольцев строиться строго по плану. А усть-сысольцы этого не хотели. Ну какой же нормальный человек будет разбирать собственный дом, переносить его на новое место и собирать вновь, да еще и бесплатно? В конце концов, кончилось тем, что начальство вынуждено было разрешить им жить в домах в старых, построенных не по плану до тех пор, пока они за ветхостью не развалятся. Надо сказать, что дома здесь строили основательно. И существовали такие дома аж до середины XIX века. Но, тем не менее, новые дома строились строго по плану. Весь город был разбит на квадраты, на плановые места. Были составлены еще в начале XVIII века так называемые типовые проекты, фасады и планы домов. В 40-е годы XIX века были составлены новые планы, потом в 50-е годы.
И вот горожанин, когда он хотел построить новый дом, был вынужден выполнить весьма длительную процедуру. Он шел в городскую думу и представлял прошение, где просил выделить ему участок под строительство там-то, там-то и там-то, под номером таким-то, представлял план дома, где будет стоять этот дом, чтобы он выходил на красную линию, а не стоял вовсе в глубине, чтобы не портил внешний вид города. А также по альбомам выбирал типовой проект. Фасад, крышу, забор, все под номерами. Так и писал: прошу разрешить построить дом с фасадом номер таким-то, забор номер такой-то, крышу номер такую-то, ворота номер такой-то. И должен был строго строить по этому плану. Если дом был построен не по плану, его имели право снести. Правда, таких случаев мне неизвестно, поскольку горожане старались начальство не раздражать. Только в конце XIX века уже эта традиция строить по плану исчезла. Но надо сказать, что тип городского дома прочно утвердился в маленьких городах. Они были одинаковые. Четырехстенный дом, крыша на 4 ската, 6 или 8 окон по фасаду, стены, обшитые досками. Вот типичный городской дом в маленьком городе. Разумеется, горожане, хоть и числились таковыми, но в основном-то занимались сельским хозяйством. Поэтому в городском доме на усадьбе стояли и баня, и амбар, и хлев с авином, коровки да свинюшки бродили по городскому двору. Это было характерно для любого дома. Дом горожанина был действительно маленькой семейной крепостью, основой его существования. Надо заметить, что ведь в маленьких городах государственного строительства не было. Все дома были частные, и каждый горожанин отвечал за свое жилище сам. Украшал его как мог сам, строил как мог сам. Это действительно было его родовое гнездо. Причем родственники селились рядом, и возникали целые такие вот гнезда семейные, да, целые кварталы домов в той или иной части города, примыкающие друг к другу. За домами следили. Причем надо сказать, что горожане выполняли и другие обязанности, связанные с городом, скажем так. Ибо благоустройство города тоже лежало на горожанах. Вообще, это очень интересная, занятная страница, как, собственно говоря, город благоустраивался, маленький, дореволюционный. Вот сейчас у нас есть масса коммунальных служб. Одна отвечает за канализацию, другая за водопровод, третья за энергоснабжение, четвертая асфальтирует улицы, пятая их ломает, эти улицы, шестая сажает деревья. Мы, горожане, поскольку эти организации работают плохо, денег у них нет, мы вечно ими недовольны, и городское хозяйство у нас работает с перебоями. А в дореволюционном маленьком городе проблема решалась гораздо проще. Вот, например, благоустройство улиц. Ну, в Усть-Сысольске улицы были немощенные. Впрочем, это характерно для всех маленьких городов Российской империи. Зато имелись тротуары. Вот по тротуарам, по их протяженности, маленький Усть-Сысольск занимал аж на первое место в Вологодской губернии. Тротуары обыкновенные. Можете вы их увидеть сейчас в любой коми-деревне такие же. На землю клались бревна, сверху настилались доски, вот такой деревянный настил. Очень удобно. Кто за ним следил, кто эти доски клал. Никакой службы благоустройства не было. Этим занимались сами горожане. Причем не добровольно, а по приказу. Каждый должен был следить за участком улицы перед своим домом. Если у него доски прогнили, он обязан их был заменить. Не заменит, на него накладывался штраф. Если улица перед его домом была покрыта колдобинами, ямами, он обязан был их засыпать. Не заменит, опять штраф. Одна проблема возникала, ведь в городе были и казенные здания. Перед ними, естественно, горожане улицы не переделывали и не убирали, их это не касалось. Но тут городская управа вынуждена была нанимать рабочих за плату, которые ремонтировали тротуары и так далее. Проблем с освещением с городским не было никаких, поскольку существовала луна, которая освещала город вечером и ночью. Ну, правда, в конце XIX века здесь появились фонари. Большая редкость на центральных улицах. Но вот забавный эпизод. Одна из вологодских газет ехидно писала, что в Усть-Сысольске существует очень интересное правило.
фонари-то были керосиновые. Очень интересное правило. Как только наступают зимние дни и день становится короче, городское начальство фонари с улиц убирает. То есть столбы-то остаются, а сам фонарь снимают. Для экономии. А летом их и так не зажигали, поскольку и так целый день светло. И ночи тоже белые. Так что от фонарей у сысольцев большого проку не было, зато городская казна на керосине весьма основательно экономила. Что должность фонарщика, который ходил со специальной шестом и колпачком, горелочкой, зажигая снизу эти самые фонари в то недолгое время, когда они работали. То же самое с водопроводом было. Водопровода не было, зато существовали колодцы, за которыми горожане тщательно следили. Ничего, обходились. То же самое было и с канализацией. Ее заменяли вполне городские службы, которые вывозили нечистоты. И надо сказать, что маленький Усысольск, не имевший коммунальной службы совершенно, тем не менее числился в санитарном отношении одним из лучших городов Вологодской губернии. Не призываю сегодня таким же путем решать городские проблемы, это, конечно, невозможно, время другое, но, может быть, хотя бы прислушаться к опыту, приглядеться к опыту наших предков, может, что-то и пригодится. В Сыктывкаре не так уж много осталось мест, связанных с событиями гражданской войны в Коми-крае. Они обычно так или иначе помечены, чаще мемориальными досками. Есть, пожалуй, только один дом, который стоит незаметно, и никакой мемориальной доски на нем нет. Это одноэтажное строение на улице Снежная, 9, в местечке Кочпан, неподалеку от церкви. Мало кто знает о том, что именно в этом доме с мая по октябрь 18 года жила семья одного из лидеров февральской революции, бывшего премьер-министра России Александра Федоровича Керенского. В эту семью входили Ольга Львовна Керенская, его жена, и два его сына, Олег и Глеб. Казалось бы, какие нити могут соединять петроградскую барышню из очень интеллигентной семьи и захолустный город Уссысольск? Как это ни странно, таких нитей было целых две. Одна из них – это Петерим Сорокин, впоследствии очень известный ученый, выходец из Коми-края, один из видных деятелей эсеровской партии, соратник Александра Федоровича Керенского. Говорят, что весной 18 года он встречался с Александром Федоровичем, и тот попросил позаботиться о его семье. Второй нитью был очень известный в то время, но в наше время забытый петроградский архитектор, один из создателей Дворцового моста в Санкт-Петербурге, Александр Викентьевич Холопов. Он родился и вырос в Кочпане, и в Кочпане оставался дом его отца, в который по наследству принадлежал ему и двум его братьям.
И вот в этом-то доме и поселилась в мае 18 года Ольга Львовна Керенская и ее сыновья. Тот, кто читал роман «Доктор Живаго», наверное, знают, что в то страшное время очень многие интеллигенты старались уехать из столицы куда-нибудь подальше, в глушь, в деревню, чтобы трудом своим, зарабатывая на хлеб насущный, и на огороде, спастись от голодной смерти. Вот примерно, наверное, так же поступила Ольга Львовна, только у нее не было, в отличие от доктора Живаго, каких-то родственников в глуши, и только вот был один знакомый, который ее и приютил. Они поселились в мае, как я уже сказал, 18 года в этом доме по улице Снежная, 9. Стали сажать в огороде, как полагается, морковку, укроп, картошку, ходить по грибы. Один раз даже чуть не отравились, поскольку не очень-то разбирались в грибах, тем более северных. Спас друг Александра Викентьевича, довольно известный в то время врач. И постарались как можно меньше думать и заниматься политикой. Однако их пресс не остался незамеченным, и вскоре в газете «Зырянская жизнь» в первом ее номере появилась заметка клеветнического характера о том, что Ольга Керенская, приехав в Уссысольск, ходит по рынку, кидается деньгами, покупает по завышенным ценам у крестьян продукты питания. Из-за этого вот цены на продукты питания столь высокие. Уже тогда закладывалась традиция большевиков все свои беды сваливать на кого-нибудь, не из своего, а может и из своего лагеря. Так вот, Ольга Львовна очень хорошо ответила на эту клевету. В третьем номере «Зырянской жизни» она поместила собственную заметку, где в довольно резкой форме говорила о том, что вот страна гибнет, идет война, а в Уссысольске нет других забот, газет «Зырянская жизнь» в частности, как вот помещать такие заметки о том, что якобы Ольга Керенская взвинчивает цены. Что на самом деле, конечно, такого не могло быть, поскольку крестьяне не знали в лицо, кто такая Керенская, не могли из-за этого тоже, так сказать, повысить цену. Да и откуда, если честно говоря, вдуматься, у Ольги Львовны могли быть большие деньги. Будь, наверное, большие деньги, она нигде не пропала, и не надо было бы ей приезжать в Уссысольск. Вот на эту клевету она ответила. На другую ложь она ответить уже не может, потому что эта ложь родилась в 60-е годы в романе Геннадия Федорова «Когда наступает рассвет». Роман, честно говоря, очень крайне слабый в художественном отношении, беспомощный, и совершенно лживый в историческом. Хотя за это произведение Геннадий Федоров в свое время получил звание народного писателя Республики Коми. Там, если вот почитать внимательно роман, на самом деле про Домну Каликову, но в качестве второстепенной героини выступает и Ольга Керенская. Конечно, он рисует исключительно таких привычных, скажем, отрицательных штампах. Она такая самодовольная аристократка, говорит как-то со всеми свысока, что, конечно, вряд ли было на самом деле, поскольку Ольга Львовна происходила, я еще раз сказал, очень интеллигентной семьи. Вот. Но самое интересное то, что по этому роману, если судить, получается, что она как бы стала пружиной гражданской войны в Коми крае. Она там по роману встречается с лидером местных эсеров Степаном Латкиным, обрисовывает ему всю обстановку, где какой десант высадился, как будто бы Ольга Львовна могла иметь свою разведную сеть и уже все знать. И дает ей в качестве как бы визитной карточки свой платочек с вышитым вензелем. Вот с помощью этого платочка вот Латкин получил у белых, так сказать, какое-то благословение, и те ему дали, скажем, силы для того, чтобы войти в Коми край и попытаться свергнуть большевиков. Ну, действительно, к тому времени, когда роман вышел, Ольга Львовна уже не было в живых, ответить не могла. Вот, отвечу за нее я, тем более, что есть документы, свидетельствуя о том, что ничего подобного быть не могло. Как ни странно, это документы Уссысольского ЧК. Они до сих пор хранятся в архиве Федеральной службы безопасности Республики Коми. А появились эти документы вот каким образом. 20 августа Ольгу Львовну арестовали уссысольские чекисты. Арестовали они потому, что из Котласа пришло
пришла телеграмма с требованием проверить ее на предмет, не занимается ли она контрреволюционной деятельностью. И надо сказать, что сысольские чекисты сделали это с неохотой. Ну, им не хотелось, вот, они понимали, что бедная женщина, так сказать, вряд ли могла чем-то подобным заниматься. Но приказ есть приказ. Арестовали, продержали 3 дня, несколько раз ее допросили. Допросили и тех, кто жил рядом с ней, ее соседей. Надо сказать, что все до единого показали, что она не занималась политикой, не вела никакой антисоветской агитации и пропаганды. Удивительно, сама Ольга Львовна решила, что арест вызван не какой-то телеграммой сверху, а что это происки одного из его соседей, некого человека тоже с фамилией Холопов, но это не удивительно, в Кочпане в то время, наверное, большинство жителей носили такую фамилию Холопов, который был секретарем Кочпанского исполкома. Он с самого начала поставил целью выжить Ольгу Львовну из Уссысольска. Вот, писал везде бумаги, но которые не имели никакого действия, поскольку тогда властям было совершенно не до бывшей, точнее не до жены бывшего премьер-министра. А вот когда его допрашивали, опять же говорю, на предмет, не занималась ли она политикой, он ответил, что нет, не занималась. Он остался честным. И ничего не оставалось чекистам, как через 3 дня ее выпустить. Так что мы имеем свидетельство очень точное, что уж чем она занималась, чем угодно, только никакой не политикой. И уж никак она не могла быть виновницей, что на землю, на которой никогда не было никакой войны, пришла гражданская война. К тому времени, когда Ольгу Львовну арестовали, она уже думала о том, чтобы вернуться в Петроград. Все-таки приближалась осень, потом зима. И висеть на шее Холоповых уже было, наверное, просто неудобно. Но она не знала, что в Петроград она не вернется уже никогда в своей жизни. Через 1,5 месяца Ольгу Львовну арестовали вновь. Только на этот раз не для того, чтобы ее допрашивать и сажать в тюрьме. Поступило распоряжение, опять же сверху, переправить ее в Великий Устюг. И это было выполнено. И удивительно то, что конвоиром Ольги Керенской был тогда молодой секретарь Уссысольского ЧК, имя которого знают, наверное, сейчас в Республике Коми все, и памятник ему стоит возле Государственного академического театра драмы, названного его же именем. Это Виктор Савин. Тогда, сопровождая Ольгу Керенскую, он не подозревал, что пройдет 20 лет, и по этапу погонит его самого. И не его враги, а его же соратники. То есть те же чекисты, только, так сказать, уже носящие, скажем, другое название. Но Ольге Львовне повезло больше, чем Виктору Савину. Она добралась благополучно до Великого Устюга. Там она написала письмо Ленину с разрешением покинуть страну. Разрешение было получено. Она переправилась в Архангельск, занятых в то время белыми, села на пароход и уплыла в Лондон. В Лондоне она встретилась со своим мужем, с которым не виделась к тому времени год. Этот год очень сильно изменил их обоих. Александр Федорович пережил крушение самого высокого поста в России, бегство из Зимнего дворца, попытки как-то свергнуть власть большевиков, все попытки неудачные. Она пережила 2 ареста, жизнь в маленьком уездном городишке. Наверное, эти изменения сильно повлияли на них, потому что они вскоре развелись. Александр Федорович перебрался в Соединенные Штаты и вскоре женился на австралийке Нелли Трайтон. А сыновья Александра Федоровича Керенского, Олег и Глеб, получили в Великобритании блестящее образование, стали очень известными инженерами. И я думаю, а вспоминали ли хоть раз они маленький уездный городок Уссысольск, местечко Кочпан и огород, в котором они сажали укроп, морковку, картошку, только для того, чтобы выжить. И что бы с ними было, если бы они не прожили эти полгода в этом месте.
Ко времени большевистского переворота в 17 году в Коми-крае насчитывалось 177 действующих православных храмов, в которых службу совершали 113 священников. Но уже через 20 лет, к началу Второй мировой войны, из них в живых оставались единицы. Все остальные были репрессированы и физически уничтожены новой властью. Скорбный список жертв кровавого большевистского режима среди духовенства в Коми-крае возглавляет священник Уснемской церкви Дмитрий Спасский, казненный в 18 году головорезами отряда Красной охранки, возглавляемого австрийским коммунистом Мандельбаумом. В 18 году, когда вот эти красные бандиты забрали и расстреляли вашего отца, вам было, Таисия Дмитриевна, 5 лет, а вам, Галина Дмитриевна, 8 лет. 8? Да. Может быть, вы расскажете, как все это происходило? Вы ведь видели кое-что своими глазами, видела, многое слышали от соседей, от людей. Расскажите, пожалуйста, как это происходило? Вот отряд Мандельбаума пришел, и как они пришли, когда к вам, что они говорили? Вот это, что говорили-то, я не помню, что, но они говорили, наверное, ничего не говорили. Все искали. Только искали все по всему, по всей Что-то, квартире. ну, ходили. обыск какой-то был. Я помню, даже мы сидели на лавочке, дети, так даже под лавкой посмотрели. А мать туда спрятала эти, как его, масло было в бочоночке, так масло туда спрятала. И они вытащили это бочонок, посмотрели, так махнули рукой, обратно бросили. Они искали, наверное, чего-то золото или что-нибудь такое. Золото искали? И они говорили, где золото, спрашивали? Да, где золото спрашивали, где? Давай золото, говорит, поп, давай золото. А он на нас сказал, вот мое золото. То есть дети? Да, мои дети, значит, Да. вот мое золото. А сколько вас было детей? 4. И самой старшей вам старшей у нас 8 лет. 8 лет, а вам 5 лет тогда 5 было. лет, да. Да. А брату 2,5 было. Золото не нашли, и они поэтому еще забрали его самого. Да. А как это происходило? А потом его забрали, одевайся, говорит, я это что-то помню. Он что-то помешкался, что-то мама бросилась к нему. Ну и она говорит, Господи, как я буду жить? А он сказал, Бог вас не оставит. Да, я вот это тоже очень хорошо Да. помню. Бог вас не оставит. Бог вас не оставит. Бог вас не оставит. Такие были последние слова священника Дмитрия Спасского, произнесенные им как благословение, плачущей супруге своей и детям, когда бандиты из отряда Красной охранки коммуниста Мандельбаума уводили его на казнь. И действительно, семья новомученика Дмитрия Спасского не только чудом спаслась, но и приумножилась с годами. 13 внуков и 19 правнуков насчитывается сегодня у дочерей его. Некоторые из них теперь хорошо известные и уважаемые в нашей республике люди. Уже много лет собирает документальные материалы о своей родословной и сведения о своем дедушке, внук священника Дмитрия Спасского, Феликс Григорьевич Карманов, председатель Союза фермерских хозяйств Республики Коми и член правления Коми-генеалогического общества ОРКУ. По его инициативе и попечительству восстанавливается сейчас опустошенный большевиками храм в селе Уснем, возведенный из камня еще отцом Дмитрием Спасским, где он прослужил больше 10 лет. Феликс Григорьевич, вы все-таки были коммунистом, и какое у вас отношение к памяти вашего деда в настоящее время? В настоящее время у меня самые хорошие впечатления.
я впервые узнал из автобиографии коми писателя Нёбденца Виктора, что мой дед был просветителем. Он в деревенской школе второй ступени с 1901 года по 1907 год преподаватель работал. И Нёбденца Виктор был одним из учеников его. И в своей автобиографии он с юмором отзывается о моем деде. А сейчас начал немножко поглубже заниматься. И вот род Спасских, то оказывается, с конца 1690 года происходили из рода священников Сысольского района. Визинга, Водча, Кебра. И уже прапрадед, дьякон Кебрской церкви, фамилия Попов, взял Спасского. Это, по всей вероятности, по имени церкви Кебрской. Вот. И очень приятно, что все предки были не только священнослужения, но и они несли культуру в коми народ. Они обучали их грамоте, старались во всем помогать народу. Будучи в КГБ материалы брата, деда, отца Якова, когда его в 1920 году посадили по доносу, писатель Нёбденца Виктор, будучи секретарем ГУБ ЧК, секретарем РСДРСП в Компартии, дважды ходатайствовал, чтобы его освободили. Надо в 2020 году иметь мужество, чтобы ГУБ ЧК Северного края написать об освобождении священника. Ну, не послушались. Срок, говорит, маленький, всего 3 года. Пускай отсидит. Первый священник Кобячева, это у прадеда брать, отец Василий, тоже был репрессирован в 1924 году, посажен. Ну, тоже за донос, что он требовал за службу по 3 пирога, ему давали 2 пирога, а коммунистам-грабителям дадут сколько они захотят. За это ему в тюрьму сажали, потом освободили, потому что ему было 68 лет. Он был первым священником Обячева, был благочинным, награжден орденом Святой Анны Третьей степени. Кстати, у него правнук находится в Ухте. Это вот все наши связи я ищу. И нити идут в Ленинград. Один из ответственных работников Совмина мне рассказывал, что, будучи на курсах Академии гражданской авиации, Спасский читал им лекции по строительству. И он говорил, я, говорит, строил дорогу в городе Ухте. Видимо, он тоже из наших родственников. Но сейчас очень трудно найти. Очень трудно найти, где семья Якова. По всей вероятности, после освобождения в 1924 году, наверное, они уехали в Сибирь. Я так думаю, полагаю. В Пезмоге или скрывает, или тоже не знает. Видимо, боятся еще все говорить. Правда это. Ну, а жизнь, ведь жизнь такая есть. Я много хороших людей встретил. Очень много хороших людей. И в Караганде, и в Помоздино, и в Сыктывкаре. Недавно на месте казни своего дедушки, вблизи села Помоздино, Феликс Григорьевич установил поминальный крест. Примечательно и отрадно, что в этом добром деле непосредственное участие принимал также и нынешний глава Республики Коми Юрий Алексеевич Спиридонов, зять семьи Спасских. Тело убиенного отца Дмитрия было погребено на старом кладбище в центре села Помоздино. Отпевал его местный священник, отец Алексей Тюрнин, который позднее тоже был казнен большевистскими палачами. Могила отца Дмитрия Спасского, к сожалению, не сохранилась до наших дней. Еще в 30-х годах местные партактивисты устроили на этом кладбище парк культуры и отдыха. А позднее,
выстроили здесь здание райисполкома и Дом культуры. На большей части кладбища вырубили деревья и построили стадион со спортивным залом. Когда вы учительствовали вот в деревне Сордьев рядом с Помоздино, ходили мимо кладбища в селе Помоздино, а там же похоронен ваш отец. И что вы испытывали? Господи. И что вы думали в это время, когда каждый день мимо его могилы ходили? Скажите, пожалуйста, если можно. Помоздино, так действительно каждый день мимо его могилы ходила и останавливалась на минутку на дороге, а на кладбище то заходить боялась, чтобы никто не увидел, что вот поклоняется попу. Попирание исторической памяти, пляска на костях своих предков. Такова была идеология и практика большевистского режима. Здание новой советской системы возводилось на шатком фундаменте злонамеренно разрушенной прежней культуры и на миллионах человеческих жертв. Такое сооружение неизбежно было обречено на развал. Теперь настала пора одуматься всем нам. В первую очередь необходимо постараться спасти и сохранить хотя бы те ценности, которые еще остались от прошлого, от наших предков. Почему бы, например, остаткам здания церкви и старого кладбища в селе Помоздино не присвоить статус культурно-исторических памятников и взять их под государственную охрану, чтобы очередной самодур из местных чиновников не посмел уже самовольно продолжать разрушать до основания все то, что принадлежит народу и истории. Я думаю, что я не окажусь единственным человеком в этом мире, который ответит, что, наверное, самое главное, что мне нужно, это разобраться, что мне надо. Вот, наверное, это самое главное есть. И поскольку это самое интересное, и это, видимо, есть суть, наверное, вообще человека, рожденного в этом мире, разобраться. И с одной стороны, это безумно интересно разбираться, потому что все время разговариваешь с собственным «я», и в то же время ищешь какие-то ответы в обществе, в котором живешь. И я думаю, что вот как художник, например, что мне, например, интересно, особенно как художник, который связан с костюмом, я думаю, что это, скорее всего, желание найти какую-то вот опору, какой-то баланс, чтобы удержаться, как мне кажется, удержаться, оставаясь при этом, так сказать, в здравомыслии, оставаясь при этом искренним, добрым, счастливым, никого не обижая при этом. Вот я думаю, что вот найти вот этот баланс, это сложно и интересно. Я хочу вас познакомить с удивительной женщиной, тонко чувствующей окружающий мир, оригинальным художником Ириной Вадимовной Федосовой. Сейчас она вместе со своими ученицами Аленой Осовской и Надеждой Бушеневой работает в студии «Батик» при Художественном фонде Республики Коми. Бывают в жизни такие встречи, когда с первой же минуты знакомства человек очаровывает тебя, и хочется взглянуть на мир глазами этого человека. Я предлагаю вам сейчас послушать Ирину Федосову, попытаться понять ее и, может быть, увидеть окружающую нас действительность глазами художника. Мир для меня, он как бы вот расколотое яйцо. Вообще представление людей, мир — это яйцо. Для меня он сейчас как бы вот расколотое яйцо. С одной стороны,
мой мир тянется к природе, где я нахожу удовольствие, ответы, информацию. А с другой стороны, это такой технический мир, в котором я тоже нахожу удовольствие, информацию, которую я тоже люблю. И тот мир, и другой, две эти половинки, они имеют свою собственную гармонию, каждый из этих миров. И вот, думая о том, что мне надо, я, наверное, бы захотела бы в этой жизни все-таки попытаться. Конечно, у меня ничего не получится, это я точно знаю, но я бы хотела попытаться найти тот способ, чтобы их склеить, чтобы опять вернуть вот это вот яйцо. Хотя бы для себя, для своего собственного мира, для своего собственного, так сказать, полного завершения я. Вот мне вот это хочется делать. И вот один из способов склеивания яйца я нахожу в своей работе. То есть, когда я некую искусственную гармонию, так сказать, технического мира и живую, очень естественную гармонию, которая обладает огромной традицией, говорить о ней просто невозможно. Вот в своей работе я пытаюсь это соединить. Работа это для меня прежде всего это тяжелый труд. Это одно. С другой стороны, это опять-таки мое понимание, как думать и через это что создавать. Эти модели, которые вот создаются у нас в студии, это опять-таки как способ склеивания вот этого яйца. То есть это понимание, с одной стороны, современного дизайна и современной, скажем, формы одежды, плюс природа, которую можно изобразить, и которую... То есть вот это способ, который мне помогает, на самом деле, рассуждать. И я благодарна тому, что вот эту работу у меня есть, потому что именно она, наверное, она сделала меня, как мне кажется, все-таки гармоничной. То есть я цельна, вот мне так кажется. То есть я прекрасно вижу какие-то вот недостатки, какие-то радости. И в то же время я не хочу спешить никуда, я не хочу никого осуждать. Я не склонна к этому. Меня однажды спросили, почему вы работаете в этом городе? И я ответила, вы знаете, здесь спокойно, светло, и можно мечтать, и можно думать. Мне никто не мешает. Мне никто не мешает. И в работе мне тоже никто не мешает. Вот то, что у нас есть студия в художественном фонде, это великолепное, светлое, достаточно большое помещение, которое наше, как дом, оно теплое, оно обладает энергетикой. К нам приходят, нам говорят, у вас хорошо. Это тоже радость для меня, потому что, я не думаю, что каждый может похвастаться, что он приходит на работу, и ему там безумно хорошо. Это не значит совершенно, что нет забот. Заботы, они, безусловно, есть, потому что работа тяжелая. А с другой стороны, она красивая и дает красоту, и позволяет, в отличие, вот, скажем, от социумного труда, да, когда вот существует государственный режим, существуют жесткие правила, связанные с административными правилами, способами работать и ответственностью, то здесь ответственность другая. Художник — это ответственность перед собой. Это не меньший труд, просто это несколько другое. Это просто несколько другое, и ответственность, которую ты решаешь сама с собой, она заставляет тебя самой, тебя никто не толкает. Ты сама знаешь, что тебе нужно двигаться дальше, что тебе нужно делать эту область решать, эти вопросы, эту. То есть мне никто не толкает решать коллекцию. Мне нужно сделать коллекцию. Это не просто идея, так сказать, из бредовой головы некой художницы, которая хочет вдруг сделать коллекцию. У нее нет денег. Она просто желает расписать ткани и сшить костюмы. Это совсем не так. То есть мне хочется закончить свой собственный какой-то этап работы. Я требовательна к себе, я вынуждена быть таковой в этом мире. И я работаю, заставляю работать других, может быть, принуждая иногда, требуя. И таким образом совершаются шаги. Мир не воспринимает, скажем,
данные костюмы как, так сказать, как товар, как реальный товар, который на улице может появляться. Я этого не требую, и у меня такой задачи нет. Мне просто хочется показать, что как таковая ткань, текстиль, вот она мне скучна. Это вот моя, скажем, претензия. Вот она мне скучна, она мне неинтересна. Мне хочется раскрасить. Может быть, в данной работе мне хочется поиграть в куклы. Большие, да, женщина-кукла, и вот это интересно. Ну, могу я себе такое позволить? Вот я хочу себе это позволить. С другой стороны, мне, например, кажется, что через вот этот вот объем, через архитектонику костюма, я лишний раз я пытаюсь это, многие люди не понимают, но все-таки я пытаюсь объяснить, что костюм это такая круглая форма, которую вот она всегда бывает разной. Даже из обычной ткани, поскольку сам стержень – это фигура человеческая. Если вы себя рассмотрите в зеркало, она всегда разная. И эти ракурсы, они тоже интересны, потому что они рассказывают о многом. О тяжести, усталости, о светлости, ясности. Вот этот эмоциональный, эмоциональный стержень, он обязательно присутствует в работе, и он обязателен, поскольку вот на плечи возложила я показать, что вот это так. И я думаю, что поскольку вот реакция с показов коллекции бывает разной, но в основном она так вздохнуть хорошо. То есть все-таки, раз это положительная реакция, значит, все-таки вот этот труд, он не просто так. Показ моделей, подобной этой, которая проходила в начале лета в Стевкаре, скорее счастливое и редкое исключение из правил. Такие праздники красоты без поддержки спонсоров Ирине Федосовой пока не под силу. Хотя ей уже есть что показать, ведь ее коллекция насчитывает свыше 50 моделей. Задача студии состоит в том, чтобы решить проблемы северного батика, школы северного батика, точнее. То есть, существует московская школа батика, существует питерская школа, существует, скажем, азиатский батик, ну и так далее. Если по всему миру бегать, очень много, так сказать, техник и каких-то тем. Но в данном случае мне интересно, как художнику, было решить вот именно эту проблему. И она, в общем-то, стала постепенно каким-то образом очерчиваться и создаваться. Что это такое? Ну, поскольку коллекция построена по разным темам, которые переходят плавно, как сама природа, одно состояние природы в другое состояние, примерно так построена коллекция. И что я подразумеваю под конкретно северная школа? Это, во-первых, цветовая гармония, которая ассоциируется с природой
нашего края. То есть это какие-то зимние переливчатые цвета. Зима у нас занимает достаточно большой временный промежуток. И я думаю, что вот эти вот льдистые оттенки, пятна какого-то снега, там, талого снега, такого блестящего, перламутрового снега. Это какие-то, скажем, набор или какой-то хаос и динамика пятен, которые напоминают вот иней, изломы, там скалы какие-то такие ледяные, деревья, там веточки в снегу замерзшие, трещинки всевозможные. То есть это, в общем-то, вот как бы северная тема. Кроме этого, я так смотрю на наш народ и думаю, что он при том при всем очень теплый. И когда у нас лето, очень тепло. Практически это экзотика, экзотический край. Очень красивая теплая осень. И, безусловно, вот эти же оттенки, они каким-то образом вливаются и в одежды, связанные, скажем, с теплым настроением. И они в то же время связаны и с новым, скажем, отношением к одежде через, скажем, через линию современной моды. Потому что, в принципе, формы платьев и какие-то детали, они современные, они жизненные, они носимые. Поскольку мы занимаемся пошивом разных вещей, то есть это и платья, это и какие-то блузы разной длины, это и брюки, это и мужские рубашки, это и какие-то более свободные туникообразные формы. Поэтому вот диапазон, он достаточно широк, он, в принципе, бесконечен. Как бесконечно, скажем, цветовое решение, так бесконечная форма. И поэтому вот прокручиваем какую-то определенную линию. Например, в этой коллекции у нас, так сказать, доминировала гофре, то есть вот эта новая фактура. Скажем, в следующей коллекции мы сделаем что-нибудь другое. Вот. А перспектива у нас интересная, то есть мы хотим создать вот коллекцию как дерево в плане рождения, некая маленькая история того, какими мы были, какими мы станем. Но это философия, это вот как мы живем, так мы как бы и работаем. Наше творчество — это и есть мы сами. А сегодня я всю правду расскажу, почему я да на улицу не хожу. А ох, лёли, лёли, ох, лёли, почему я да на улицу не хожу. А да на волю было два сердца, брошу, брошу я на улицу ходить. А ох, лёли, лёли, ох, лёли, брошу, брошу я на улицу
улицу ходить. Брошу, брошу я на улицу ходить, перестану кучерявого любить.